Здравствуйте! Вы смотрите новости Татарстана. В студии Султан Нугайбеков. И вот о чем пойдет речь в этом выпуске. Безопасно встретишь, безопасно проведешь. Новогодних и рождественских праздников в 2 раза увеличится количество пожаров и негативных последствий от них. Что важно помнить в праздничные дни, кто будет следить за порядком, знает Алия Хайрудинова. 11 заседаний, 234 вопроса. Мы провожаем этот год с чувством выполненного долга. Об итогах работы Государственного совета республики расскажет Рамиль Галиулян. Главные события и резонансные темы. Я не могу остановить стройку жилищную и сказать: слушайте, давайте догоним сначала количество детсадов и школ, но жизнь остановится. Как Ильсур Метшин оценил главные события этого года, расскажет Дмитрий Аренин. Конец года практически ежедневно преподносит новости болельщикам спортивных клубов. Сегодня стало известно, главным тренером Акбарса назначен Зиннатулла Белялетдинов. Он будет руководить командой до конца этого сезона. Ранее Зиннатулла Хайдарович был помощником Юрия Бабенко, который сменил Олега Знарка. При этом Бабенко продолжит работу в клубе в качестве ассистента. Сегодня в клубе поблагодарили его за ответственность, за которую он взял на себя в трудный момент. В последних 7 матчах с Зиннатуллой Хайдаровичем в штабе команда набрала 11 очков из 14 возможных. Улучшился игровой рисунок, выросла дисциплина. Мы видим прогресс и способность этой команды показывать правильный хоккей. Это цитата генерального менеджера Акбарса Марата Валиуллина. Зиннатулла Белялетдинов отметил, решение принималось непросто, но ситуация подтолкнула к такому выбору. Мне не безразлична наша команда и положение, в которое мы попали. Надеюсь, что смогу помочь, сказал новый тренер. Это уже 3-е возвращение Зиннатуллы Белялетдинова в стан барсов. Ранее он возглавлял команду с 2004 по 2011 и с 2014 по 2019 годы. Именно при нем казанцы завоевали все свои кубки Гагарина. Любит ли Бог Троицу, узнаем в конце сезона. Сейчас Акбарс занимает 7-е место на Востоке. Свой первый матч под руководством старого нового тренера команда проведет завтра. Дома Акбарс примет Металлург. Теперь к другим новостям. В новогодние праздники в республике количество пожаров увеличивается в 2 раза. В прошлом году произошло 142 случая, погибли 8 человек. Главная причина трагедии – чрезмерное употребление спиртных напитков. Как не допустить гибели людей? Об этом сегодня говорили в Доме правительства руководства экстренных служб МЧС, МВД и Росгвардия. За порядком в общественных местах в новогоднюю ночь будут следить 2500 сотрудников. Такое количество правоохранителей дежурит лишь раз в год. О праздниках без опасности Алия Хайрудинова. Новогодних и рождественских праздников в 2 раза увеличится количество пожаров. Новогодние праздники для спасателей спокойными, как правило, не бывают. Прошлогодние останутся в памяти надолго, говорит глава МЧС Рафис Хабибуллин. Так, за 12 дней произошло 142 пожара. В них погибли 8 человек, 13 пострадали. Обращаемые 5 из них при применении пиротехники, в том числе 1 ребенок. Основное количество пожаров в новогодние праздничные дни 2021-2022 года пришлось на жилой сектор. Это 101 пожар, на который погибло, я уже сказал, 8 человек, травмировано 9 человек. По вине нетрезвых лиц произошло 17 пожаров. Командир Марат Мингалиев уже 11 лет тушит пожары. В эту новогоднюю ночь снова его смена. К праздникам в 3-й пожарно-спасательной части готовы. Одеваются за 20 секунд, выезжают за минуту. Таков регламент пожарных. Спасатель – это уж как бы призвание, как профессия, так же, как и учитель. Тут мы не выбираем, скажем так, день, когда работаем, когда не работаем. У нас все по графику. Для нас самое главное уже, там будни, праздники. Самое главное вовремя приехать, людей спасти. По республике будут дежурить более 2000 сотрудников, наготове 1000 единиц техники. Усиленный режим работы ждет и сотрудников полиции. На их плечи ляжет общественный порядок. Так, в республике будут работать 150 елочных городков. В прошлую новогоднюю ночь их посетили порядка 200 000 человек. В этом году ожидают больший наплыв. За порядком будут следить 2500 полицейских. Усилят контроль и за дорожным движением. Так, в прошлом году в новогоднюю ночь было зарегистрировано 182 ДТП. В них погибли 18 человек, из них 2 ребенка. Все нарушения в основном связаны, сами знаете, новогодние праздники, это на фоне употребления спиртных напитков, что на улице и в быту. Нарушения больше фиксируются именно в этой части. Это нанесение телесных повреждений, это бытовое убийство или уличное. Это в основном связано вот именно, все отмечают, употребляют,
Кто-то знает меру, кто-то не знает меру. Продолжается операция «Ель». За неделю сотрудники полиции выявили 33 случая незаконной вырубки хвойных. Продолжится и борьба с реализацией контрафактного алкоголя. За 85 фактов жители оштрафовали на 7 миллионов рублей. В 2 раза больше придется заплатить и тем, кто будет пускать салюты в неположенном месте. Для любителей салютов, петард и фейерверков по республике будет работать порядка 1200 специальных площадок. Но запустить салют можно и со своего двора. Главное отойти от дома на 30 метров, а от завода или режимного объекта почти на полкилометра. Иначе штраф для граждан до 20 тысяч рублей, для юрлиц до 800 тысяч. Готовы к праздникам и службы ЖКХ. Здесь сформировали график дежурств. Круглосуточно будет работать и диспетчерская служба. Новогодний мусор обещает вывести вовремя. Я надеюсь о том, что будут хорошие погодные условия, о том, чтобы были нормально организованы подъездные пути, и все образующие отходы в пиковые дни, они планово будут вывезены. Работой экстренных служб в прошлом году казанцы остались довольны. Эти говоря, месяц уже готовимся. И руководители, и пожарной части, и медицина, и все остальные, скорая помощь. Так что все благополучно будет. Все готово, как обычно у нас в Казани. С этим у нас даже знакомые есть, которые занимаются пожарным. Они каждый раз даже объекты все проверяют. И вот, ну, я думаю, с пожаркой вообще в Казани вообще все четко. И снег убирают, и там вот не работала одна подсветка. Смотрю, на другой день его сделали быстренько. Мы отдыхаем, а работа идет. Особый противопожарный режим в республике продлится до 8 января. Специалисты предупреждают, чтобы праздник не стал трагедией, важно соблюдать элементарные правила безопасности. Алия Хайрудинова, Лейсан Саитова, ТНВ, Казань. Синоптики озвучили погоду на последнюю неделю уходящего года. 30 и 31 она будет не по-новогоднему теплой. Мокрый снег и даже снег с дождем. Температура от -4 до +1. Сейчас в республику пришел западный антициклон. Температура вошла в минусовую норму. Сегодня и завтра в Татарстане осадков не ожидается. В четверг жители республики погода вновь испытает на прочность. Татарстан накроет северо-западный циклон. Ожидается снег, местами метель. В Набережных Челнах простились с известным в городе врачом-педиатром Николаем Зотовым. Он добровольцем отправился в зону СВО. В сентябре в нашей программе мы рассказывали о нем. Погиб 10 декабря в результате ДТП в Воронежской области. В составе группы направлялся за гуманитарным грузом. Вместе с доктором в автокатастрофе погиб Тимур Дунаев, житель Тукаевского района. Николая Зотова похоронили на аллее славы городского кладбища под оружейные залпы и звуки сирен машин скорой помощи. Его именем будет названа улица в Автограде. Коль, столько тебе было отведено. Спасибо всем, кто пришли. Сказать ему спасибо. Да, он ненормальный, он всего что-то хотел. Коль, ты много задумал, много интересных вещей. Нам всем вместе стоит их продолжать. Но вот как у нас в семье принято говорить, нам не обидно за Россию. И сегодня в Набережных Челнах увековечили память Артура Салимова, погибшего в зоне специальной военной операции. Мемориальную доску открыли на фасаде 9-й школы, где учился герой. В мероприятии приняли участие родные и близкие военнослужащего, учащиеся и педагоги. Артур Салимов служил пулеметчиком, погиб в августе при выполнении боевого задания. Ему было 33 года, награжден орденом Мужества посмертно. Он достойно выполнил свой воинский долг. Он до конца прошел путь настоящего истинного воина и солдата, до конца оставаясь верным своей воинской присяге, своему воинскому долгу перед лицом своей страны, перед лицом своих товарищей боевых. Год сложный, но результаты позитивные. Итоги парламентской работы в уходящем году сегодня подвел Фарид Мухаммедшин. В 2022-м, несмотря на все сложности, удалось выполнить большинство намеченных планов, отметил председатель Госсовета. Особое внимание семьям мобилизованных и участникам спецоперации. Фарид Мухаммедшин подчеркнул одно из знаковых решений, принятых депутатами – изменение наименования высшего должностного лица республики. Много парламентариев работали и над мусорной реформой. В Госдуму направлены сразу 3 законодательные инициативы. О главных тезисах Рамиль Галиуллин. 11 заседаний, 234 вопроса, большая часть из которых социально направленные. Госсовет республики подводит итоги года. Сегодня традиционную встречу с журналистами провел председатель парламента Фарид Мухаммедшин. Непростой в политическом плане, непростой в экономическом плане,
Перед тем, как перейти к вопросам журналистов, Фарид Мухаммедшин подвел итоги. Он отметил, год для парламента был сложным. Приходилось принимать немало непростых решений. В частности, речь о названии должности президента. Напомним, на последнем заседании депутаты одобрили новое наименование руководителя республики. Вместо президента – глава РАИС Республики Татарстан. Считаю, что мудро поступили депутаты, поддержав мнение самого нашего населения. На референдуме же эти вопросы принимались. Мы на период исполнения своих обязанностей избранного президентом Республики Татарстан Минниханова Рустама Нургалиевича этот срок продлили уже для нового и для будущего главы высшего должностного субъекта. Он уже не будет называться президентом. И я думаю, это было с пониманием воспринято и федеральным центром. В этом году Госсовет Республики по решению федерального законодательства упразднил Конституционный суд. Как отметил Фарид Мухаммедшин, на его смену придет палата или совет. Но у него не будет полномочий судебного органа. Рекомендательный ли только будет. А он же принимал решение или отменял, или поправлял, законодателя судом, защищая права наших избирателей. Я думаю, на январском или февральском заседании мы примем решение о создании нового института. В этом году удалось решить вопросы поддержки жителей в условиях специальной военной операции и частичной мобилизации. Есть добровольцы и из числа депутатов. У нас очень трудолюбивый народ, многонациональный народ и отзывчивый народ на трудности, на реальные вещи, которые происходят в событиях страны и Республики Татарстан. И гуманитарного груза отправили много. Народ объединился в таких трудных условиях с целью помочь нашим людям, которые защищают нашу страну. Большое внимание уделяется вопросам патриотического воспитания молодежи и сохранения традиционных семейных ценностей. В непростых условиях удалось укрепить межпарламентские связи с другими регионами и странами. У нас уже 37 межпарламентских документов подписано в Республике Татарстан, в том числе с субъектами России и рядом зарубежных парламентов. С бывшими союзными республиками, сегодня суверенными государствами, у нас интерес большой. Также парламентарии утвердили обращение правительству страны. Депутаты считают, нужно усовершенствовать законодательство в части обращения с жидкими коммунальными отходами. Сегодня такого понятия в законе не существует. По мнению законотворцев, нужно его ввести и определить ответственных за сбор и утилизацию. Мы получили от коллег, которые очень просили: Фарид Харуш, Татарстан с такой инициативой вышел, у нас такие же проблемы есть, дайте нам ваши предложения. Мы направили им более 30 субъектов, уже направили свои письма с признательностью, что мы поддерживаем, мы за, давайте будем работать совместно над этим. Взяли мы на себя такую миссию. Также активно Госсовет намерен работать и в будущем году. 2023 решением президента в республике объявлен годом национальных культур и традиций. Фарид Мухаммедшин отметил, в начале года пройдет заседание Ассамблеи народов, где будут обсуждать инициативы национально-культурных объединений. Рамиль Галиуллин, Даниил Филатов, ТНВ, Казань. Казань живет масштабными инфраструктурными проектами, которые уже реализуются, запланированы или пока только в мечтах. Об этом на предновогодней встрече с журналистами рассказал Ильсур Медшин. Мэр Казани подвел итоги уходящего года. 2022 для столицы ознаменовался рекордным финансированием дорожного строительства. На него выделено 25 миллиардов рублей. На встрече речь шла в основном о том, что предстоит сделать. Это и взлетные трассы, и новая ветка метро, школы и социальные объекты в густонаселенных районах. Подробнее Дмитрий Аренин. Уважаемые коллеги, дорогие наши представители средств массовой информации. Встречу с журналистами Ильсур Медшин провел на ногах. За 1,5 часа так ни разу и не присел. Вначале назвал 22 главных события 2022 года. Основное, несмотря на новые экономические условия, промышленное производство растет. Валовой территориальный продукт перевалил за 1 триллион рублей. Это такая очень серьезная цифра. Наверное, не более 2 десятков регионов, может быть 25 из 82 могут доложить сопоставимыми цифрами, то есть одна Казань
такая промышленная житница по-прежнему остается. Продолжается реализация крупных инфраструктурных проектов. Только на строительство дорог выделены 25 миллиардов рублей. В ближайший год должны открыть Вознесенский тракт и обновленное Горьковское шоссе. Спасибо еще раз нашим руководителям и нашей республики, и страны. И кто выше на небесах, все услышали наши пожелания. 25 миллиардов – это уже такая серьезная сумма. И если мы были в первой тройке и совсем недавно по обращениям граждан, по недовольству граждан, то сегодня это ниже десятки опустилось, и подавляющее большинство жителей Казани считает, что дороги в Казани хорошие. Сейчас в городе идет реконструкция третьего северного коллектора. Полимерный рукав составит более 2 километров. Обновление призвано покончить с постоянными прорывами. Никто не рассчитывал, создавая сети нового Новосавиновского района, что изобретут, 30 лет, 40 назад, что изобретут ферри с активной средой. И у нас, конечно, эти сети просто как дуршлаг. Пока это за счет водоканала и его инвестпрограммы, но стране нужны федеральные большие программы, такие же, как капитальный ремонт жилого фонда. Несмотря на праздничный формат встречи, журналисты подняли целый ряд острых тем. Когда Казанская мэрия прекратит беспредел со стороны застройщиков, которые создают гигантские ЖК без всякой инфраструктуры. Ни один застройщик не обязан строить ни школу, ни детские сады. Поэтому с их стороны вакханалии нет. Мы, государство, запаздываем с выделением средств на школы, детсады. Мы, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, а это не города, это регионы, номер 1 лидер по количеству построенных детсадов, школ, поликлиник, отремонтированных больниц. Но я номер 1 по количеству детей, которые ходят во вторую смену в школу. Понимаете? То есть вот то, что недофинансировали, оно вроде сейчас, посмотрите цифры, на детсады дали, на школы дали, но их мало. Поэтому я не могу остановить стройку жилищную и сказать: слушайте, давайте догоним сначала количество детсадов и школ, но жизнь остановится. Ильсур Метшин поделился и мнением, что, на его взгляд, происходит в последние годы с Рубином. В этом году сменилось руководство и тренерский штаб. Все перемены делаются для того, чтобы... Это всегда сложное. Тем, кто принимает это решение, это архисложная задача. Но всегда есть рядом те люди, которые подсказывают, что надо принять такое решение. Вот сейчас те, кто подсказывал, должны ответить за результат в том числе. И я точно верю в Марата Адиповича Сафиуллина. Это системный человек, который проявил себя в масштабах страны как лучшая федеральная налоговая служба. И надеемся, у него все получится. А мы будем помогать. Ильсур Метшин рассказал и о том, как Казань будет поддерживать военнослужащих, их семьи и город Лисичанск. Уже отправлено более 540 тонн гуманитарной помощи. В этот момент о чем ты можешь еще мечтать? И речной порт, и парки и скверы, и другие насущные проблемы отходят на второй план, поэтому самая моя большая мечта, чтобы мы обязательно победили. Дмитрий Айринин, Адель Мендубаев, ТНВ, Казань. Сегодня любой дядя может выдать сертификат «Халяль». О халяльном контрафакте, незаконном использовании знака и проблемах сертификации читайте в интернет-газете «Реальное время». Сегодня Рустам Минниханов встретился с министром по вопросам внешней торговли Арабских Эмиратов Тани бен Ахметом Аль-Заюди. Президент обсудил с ним вопросы экспорта татарстанской продукции. В текущей непростой геополитической ситуации отношения между Россией и Эмиратами – важный фактор стабильности в регионе и в мире целом, подчеркнул Рустам Минниханов. Он отметил, Татарстан активно способствует укреплению российско-эмиратских отношений и пригласил министра посетить в следующем году Казан-саммит. В Татарстане в 2 территориях опережающего развития появились 2 новых резидента. Это компания «Измари-Эл» по производству металлодетекторов и Краснодарская организация по производству пенополистирола. Расположатся они в Тосер, Менделеевск и Набережные Челны. Заявки этих предприятий сегодня рассмотрели в Доме правительства на заседании комиссии. Благодаря новому статусу резиденты создадут 38 рабочих мест, инвестиций почти 45 миллионов рублей. Также рассмотрели заявки 5 компаний в связи с расширением производства.
Условия, которые предоставляются резидентам ТАССР, я бы на самом деле транслировал вообще на весь бизнес, который в Российской Федерации. Потому что за счет этих условий, которые нам предоставляются, мы имеем возможность развиваться. Как раз на площадке Менделеевска, где есть такой благоприятный климат инвестиционный, как раз где обеспечиваются льготы в налогообложении, где обеспечивается очень мощная, сильная поддержка администрации Менделеевска в плане помещений, в плане территории, в плане помощи с подбором персонала, с обучением даже. В преддверии Нового года наш телеканал и Союз журналистов Республики поздравляет тех, кто работе на телевидении отдал десятилетия и сейчас на заслуженном отдыхе. О том, как проходят такие теплые встречи и как они творили на ТВ, расскажет Лилия Ибнеева. С наступающим Новым годом! Назипа Бадреддинова наши зрители узнают сразу. Работе на ТНВ он посвятил больше 2 десятков лет. С 2000 года его авторский проект «Жерлыгаля» не сходит с экрана. Всегда современный и любимый, у зрителя в топе. Я думаю, эта передача будет продолжаться, может и после меня будет продолжаться. Я уже пенсионер, телеканал нас всегда держит во внимании, в центре внимания. Поздравляют, праздничные дни поздравляют, и потом приглашают на корпоративы, на все мероприятия. Мы рады вас видеть. Здравствуйте. Самыми наилучшими пожеланиями, самыми теплыми словами. Фрида Усманова проработала на нашем канале более 15 лет, руководила отделом кадров. Сегодня она вспоминает это время с улыбкой, говорит, это были яркие годы ее жизни. Работу на ТНВ описывает 3 словами: жизнь, взгляд и ритм. Это были яркие годы жизни, интересные, полны событий. И всегда вспоминаю с теплотой, когда приезжают, когда встречаешься на улице с работниками, и вдруг к тебе кто-то подходит, обнимает, говорит какие-то приятные слова. Навещать ветеранов нашей отрасли стало доброй традицией, говорит исполнительный директор ТНВ Алина Сулейманова. В этом году вместе с Союзом журналистов с наступающим Новым годом поздравили сотню пенсионеров и ветеранов масс-медиа. Мы очень благодарны нашим ветеранам за то, что все эти годы с нами, за то, что мы имеем возможность обратиться к старшему поколению за помощью и поддержкой. Такие встречи ветераны ждут с нетерпением. С новым поколением журналистов им всегда есть чем поделиться. Лилия Ибнеева, Данил Филатов, ТНВ, Казань. В Балтасях вовсю готовятся встречать Новый год. Сегодня здесь прошел настоящий праздничный парад. Конные упряжки, машины в стиле символа следующего года. Увидеть можно было даже лодку на санях. Парад посвятили предстоящему году национальных культур и традиций. Чем еще удивили сегодня балтасинцы, расскажет Вероника Гайнудинова. Новогодний перезвон и топот копыт доносится с центральной улицы Балтасей. Этот парад возглавляют 3 лошадей. Лошадки местные. То есть мы приехали из Кирова специально, чтобы принять участие в вашем празднике, поработать. Лошадок нарядили. Все должно быть замечательно. В повозках Деды Морозы, Снегурочки и символы следующего года – кролики. У нас отличное новогоднее настроение. Надеюсь, у всех такое же. И всем желаю прекрасно провести и встретить Новый год. С Новым годом наступающим всех! Лошади в тюбетейках, а повозки украшены в национальном стиле. 2023 в республике объявлен годом национальных культур и традиций. Этому и посвятили парад. Здесь участвуют все 18 сельских поселений района. Мы с Нуринерского сельского поселения. Вот оттуда наш лошадь такой украшенный. Следующий год у нас год культурного наследия. Вот поэтому мы обратили на это внимание, такими узорами постарались покрасить. В новогоднее шествие включается техника. Здесь машина-кролик, квадроциклы с елками, а снегоходом управляет сам Дед Мороз. К празднику готовились коллективами. Молодежь удивляет креативом. Лодку поставили на лыжи. Весла тоже пригодились. Мы всем коллективом старались сделать вот эту универсальную лодку. Не только летом используем, но и хотели использовать его зимой. С парада сразу на елку. Здесь сегодня открыли и главную праздничную площадку. Сегодняшнее открытие елки, я думаю, удался. Я думаю, вот новогодние каникулы, около этой елочной площадки у нас всегда будет уже
на высоте. Открывали центральную елку. Очень много было народа, очень много. Пляски, песни. Балтасинцы не только умеют хорошо работать, они умеют и хорошо отдыхать. 2 дня готовились, праздничные настроения, костюмы готовили, всем коллективам готовились. 2023 год – это год Зайца, поэтому у нас весь коллектив оделся зайчиками. А год Тигра 2022 год, вот у нас тигр, мы его провожаем. Впервые участвуем в таком мероприятии, нам очень все нравится. Мы очень рады, что нас сюда позвали. Праздник продолжился хороводом. Новогоднее настроение у балтасинцев есть. Теперь здесь ждут сам праздник. Вероника Гайнудинова, Игорь Романов, ТНВ, Балтаси. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Также наши выпуски доступны на платформе Рутюб. До встречи! Здравствуйте! В предстоящие сутки Татарстан будет располагаться на юго-западной периферии антициклона. Итак, по данным сервиса Яндекс.Погода, во вторник Бугульме, Бавлах и Азнакаево преимущественно без осадков. Днем до 10 градусов ниже 0. Местами с осадками в набережных Челнах, Нижнекамске, Елабуге ночью ожидается 16-18 градусов мороза. Днем до 9 градусов ниже 0. В Агрезе, Менделеевске, Актаныше преимущественно без осадков. Ночью морозно 19 градусов. Днем 12-14 градусов ниже 0. В Арске, Кукмаре, Балтаси из-за близости атмосферного фронта местами ожидается снег, днем 9-11 градусов мороза. Небольшой снег пройдет в Болгре, Дрожжаном, Буинске, ночью 13 градусов мороза, днем 8 градусов ниже 0. В Альметьевске, Чистополе, Мамадыше облачная погода, преимущественно без осадков, ночью до 17 градусов мороза, днем 7-9 градусов ниже 0. В четверг при прохождении северо-западного циклона вновь ожидаются осадки и повышение температурного фона. Чтобы эта зима стала идеальной, добавьте в нее капельку волшебства. Банк Аверс рад поздравить вас с наступающим новым 2023 годом. Пусть он окутает вас любовью, заботой и добром, подарит самые чудесные мгновения, хорошие новости и яркие события. Берегите себя и своих близких. Новый год – это время исполнения желаний. Дедушка Мороз, подари мне на Новый год настоящего друга. Каждому в Новый год нужно верить в чудо, и оно непременно произойдет. Банк Аверс. Надежность имеет традиции. В Казани облачность сохраняется. Местами небольшой снег, ночью 13-15 градусов мороза, а днем ожидается около 10 градусов ниже 0. К вечеру температура продолжит повышаться. Ветер юго-восточный, умеренный до сильного. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 90%, магнитное поле Земли неустойчивое. На дорогах местами сильная гололедица. Русский мыслитель Федор Достоевский отмечал, что такое замечательный зимний день. Это когда светит солнце, за окном падает легкий снег, и тебе не надо вылезать из-под одеяла. В студии был Илья Андреев. Желаю вам солнечного настроения при любой погоде. Делитесь душевным теплом с любимыми, согревайте их сердца. Здоровья вам и сил.